Наша страна спит спокойно, зная, что все границы надежно защищены. Граница на замке. Ведь днем и ночью, и в зной, и в мороз несут службу отважные и смелые воины, пограничники. Именно их профессиональный праздник отмечается по всей стране в конце весны, 28 мая. Кроме того, в этом году стражи границы отметили 100-летнюю годовщину своих войск. И вот на главную площадь районного центра собрались илишевские пограничники. Тельняшки, камуфляж, зеленые береты, у многих ордена и медали и красно-зеленые знамена на руках. Собравшись вместе, они вспоминают своих боевых товарищей, тех, с кем делили все тяготы воинской службы. Тырыш болса да бенде Россия ботаман шагы бенде. Полиция мына кайттык мына олар мына Еркеден де күп киттик мына биз районнар. Кимге белән хезмәт иттегез бүген? Аралашасызбы? Бер аралашып күрсәтеп торабыз инде алай Аллага шөкер авылдашлар да бар мына Еркеден де бар. Күрсәтеп иде Андреевкадан бар Макаров, Владимир бар мына. Аңа сәлам әйтеп кулак күтеп бар бүген флештеге күрсәтеп торабыз алай. Еркеден бар Абдуллин, Альберт. Аллага шөкер Барса сәлам менә бүген көнне менә тем более белем ни менә праздник бүген минем туган көн бүген. Минем туган праздник Аллага шөкер. Торжественная часть праздника началась с внесения знамени пограничных войск России представителями движения «Юнармия». Далее с поздравлениями и пожеланиями обратились ветераны пограничных войск, начальник местного отделения штаба Юнармии Данил Шагабуддинов, председатель районного совета ветеранов Анатолий Романов, председатель боевого братства Флорис Нурлыгаянов, а также председатель морского собрания Ильдар Хуснуллин. Для нас этот праздник во все времена был праздником. Вот я служил в 26-м краснознаменном Одесском пограничном отряде или Западный пограничный округ Советского Союза. Когда мы служили, границы Советского Союза было 67 тысяч километров. Из них 20 тысяч сухопутная граница, 47 тысяч была это морская граница. 28 мая 1918 года был подписан декрет о пограничной службе Российской Федерации. Этот декрет подписал Ленин Ульянов и управделами Бонбуреевич. С тех пор на них возложена охрана рубежей Российской Федерации. Пограничникам было возложено, чтобы они охраняли имущество Российской Федерации. И граница была на замке. Кто служил в советское время, всегда говорили, граница Советского Союза на замке. Это в реале так и было, кто это знает. Поэтому я очень рад сегодня, что вот встретиться с вами, что действительно мы стояли у рубежей границ Советского Союза и России. У нас было всегда написано «граница священна и неприкосновенна», потому что мы всегда стояли на охране рубежей нашей Родины. Я еще раз от души поздравляю вас с 100-летием погранвойск, а я 50-летие погранвойск встречал на 11 заставе у себя в Одесском отряде. От души вас поздравляю, друзья мои, друзья пограничники, чтобы мы только радовались, чтобы на границе всегда была тишина, чтобы ни один мышь не мог проникнуть на нашу страну. От души желаю вам
здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Юбилейной медалью к столетию погранвойск были награждены председатель Совета ветеранов Анатолий Романов, председатель Комитета по молодежной политике Иршат Фасхиев, руководитель илишевских юноармейцев Данил Шагабудинов и Файзула Арсланов, в свое время тоже защищавшие рубежи своей страны. Настоящим праздничным подарком для пограничников стал концерт группы «Зеленые береты», известного ансамбля, в репертуаре которого очень много песен, до боли знакомых и любимых всеми стражами в зеленых фуражках. Серая кукушка за рекой, сколько жить осталось, не считает. Серая кукушка за рекой, сколько жить осталось, не считает. Церемония завершилась возложением цветов на памятник воинам-интернационалистам и на монумент славы. Работа у часовых рубежей нелегкая, ведь граница Российской Федерации самая длинная в мире, и стран-соседей у нас больше, чем у кого бы то ни было. Поэтому цель у этого праздника очень важная – поднять боевой дух стражей наших границ и, главное, показать всем, какой мощной сверхдержавой является наша Россия. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».